Каждая программа длилась 1 семестр, то есть в совокупности я проучилась 1 академический год в 2 университетах. И учеба в обоих университетах сильно отличалась. Например, в университете Центральной Флориды было больше лекций, так как это большой университет, и, если я не ошибаюсь, он является самым большим университетом США по количеству приема новых студентов. Поэтому классы лекционные были очень большие, они могли в себя включать 100, 200 или даже 300 человек, в то время как в Барде учеба больше напоминает нашу учебу. Классы там небольшие, человек 15 или 20 максимум. Я даже брала 2 двухкредитных курса, в которых у нас было человек 5 или 6 от силы. Вот. И в Барде, поэтому из-за небольшого количества студентов мы больше проводили дискуссий и семинаров, как полца. Мои впечатления в целом безмерно положительные. Я считаю, что это был замечательный опыт побывать впервые за границей. И помимо этого проучиться в совершенно 2 разных университетах, то есть побывать в разных учебных процессах. Как я уже упомянула, университет Центральной Флориды был очень большим, и поэтому из-за большого количества студентов, я думаю, преподаватели были менее требовательны. То есть вы можете представить, да, в одном классе у преподавателя, то есть ты, и еще там другая сотня студентов или даже 2 сотни, в то время как в Барде нас было мало, и поэтому требования были выше, и учеба была усерднее. По крайней мере, это вот мой личный опыт. Один из главных уроков, который для себя извлекла, это вот после моего первого опыта программы обмена в UCF, я вступила в клуб для психологов, и у каждого был свой ментор, или мы были их подопечными менти. Я была в данном случае менти, и познакомилась со своим ментором, и она была очень активной девушкой, то есть она занималась не только академически и пыталась получать хорошие оценки и все остальное, но также она была очень активна в другой сфере, то есть профессиональной. По-моему, на тот момент она закрывала 2 или даже 3 стажировки, и я была очень поражена этому, потому что, мне кажется, у нас культура отличается кардинально от культуры американской. Там они чуть ли не с детства стремятся к успеху и готовятся к успеху. И я поняла, насколько мне недостает вот этой активности, вот этой силы. И поэтому, вернувшись сюда, в Кыргызстан, я стала стараться участвовать больше, искать стажировки или какие-то волонтерские работы, чтобы повысить свой опыт, чтобы быть более компетентной и конкурентоспособной на рынке. В университете Центральной Флориды я хотела поучаствовать в стажировке. Она называлась Guardian Advocate Training. То есть это программа для обучения психологов, для студентов-психологов, которые могут стать адвокатами, гардианами, да, своего рода, для пациентов клинических больниц, у которых нет, например, тех, кто может за ними присматривать, тех, кто может принимать за них решения, даже в какой-то, по поводу их лечения или даже в какой-то степени, может быть, юридических решений. Вот. Но, к сожалению, там из-за того, что я была международным студентом, так этого ничего не получилось, потому что это требовал процесс документов, сбора, проверки моего бэкграунда больше времени. Но это был бесценный опыт, и я была очень воодушевлена. Поэтому, поехав уже во 2-й раз в Бард, я была более активной. Я участвовала в стажировке при когнитивной психологии департаменте Бард колледжа. Они проводили эксперимент, и я была research-ассистентом. Также у них есть центр, называется Center for Civic Engagement, в котором, вот как вы сказали, давали возможность проявить себя в социальной сфере, участвовать и волонтерствовать в каких-то комьюнити-сервисах. Вот. И в этом случае я участвовала тоже там. Мы ездили, например, устраивать комьюнити-мил для нуждающихся, бесплатный. Также у них есть такая система, я думаю, договоренность с Красным Крестом, когда ты можешь там же на кампусе в определенные дни пойти и сдать кровь. Это тоже считается комьюнити-сервисом. Да. Я бы пробовали. Например, если у тебя GPA не 4,0, да, оценки важны, но если у тебя не 4,0, это не так важно. Может быть, ты отличился в другой сфере, например, в сфере волонтерской, социальной сфере.